Нового года работникам культуры, учителям и педагогам дополнительного образования начисление зарплаты будет исходить из 100% показателя по средней зарплате по региону. Субсидии на эти цели муниципалы получили из республиканского бюджета. Всего на повышение заработной платы от отдельных категорий работников бюджетной сферы выделено более миллиарда рублей. Сегодня речь об этом шла на селекторном совещании в администрации главы. С января начинается мониторинг по субъектам помесячный о достижении целевых значений заработной платы, которые предусмотрены результатами именно указов президента по дорожным картам повышения оплаты труда категорий работников бюджетной сферы. Поэтому мы просим очень внимательно спланировать расходы, тем более с учетом того, что у нас возникают дополнительные обязательства по изменению порядка выплат в связи с решением Конституционного суда по минимальному размеру оплаты труда. По данным Министерства экономики, в этом году нужные показатели по зарплатам работников культуры не достигли лишь власти Сысольского района. Местные чиновники сослались на нехватку средств в бюджете. Все муниципальные образования владели этой информацией, но никакой, так скажем, никаких опасений, что там нет средств, не хватит, не справимся и так далее, значит, мы в свой адрес не получали. То есть все видели, все согласились, все знали, все понимали, но тем не менее вот на сегодня мы видим те показатели, которые я уже озвучила. Еще одна важная новость. С Нового года начнется предоставление выплаты за рождение первого ребенка. Эта мера поддержки вводится в стране по инициативе президента России Владимира Путина. Федеральный бюджет на эти цели выделяет нам около 125 миллионов рублей субвенций. Для получения выплаты родителям первенца нужно будет обратиться в местные органы соцзащиты. Размер новой меры соцподдержки равен величине прожиточного минимума, установленной в Коме для детей. Важным условием получения выплаты является размера среднедушевого дохода семьи. Он не должен превышать 1,5 величины прожиточного минимума, которая установлена в регионе для трудоспособного населения. Сумма выплат очень такая, ощутимая для молодой, тем более семьи, если это рождается первенец в размере прожиточного минимума ребенка. На сегодня в республике в среднем это где-то 12,5 тысяч рублей ежемесячно до достижения 1,5 лет. Это осуществляется с учетом критериев нуждаемости. Если доходы семьи не ниже 1,5-кратных размера прожиточного минимума трудоспособного населения. Если говорить о порядке цифр, то это в среднем у нас республика есть север-юг, но в среднем где-то порядка 18-19 тысяч на члена семьи. Если мы говорим о маме с папой и ребенке, то 3 человека, в среднем где-то 57-58 тысяч. Если доход семьи такой, то ниже этой суммы, то семья может обратиться за данной выплатой. Выплата рассчитана до 1,5 лет. Важный момент, если родители обратятся за этой мерой поддержки до исполнения ребенку 6 месяцев, выплата будет предоставляться с даты рождения малыша. Если после 6 месяцев, выплату назначат с момента обращения заявителя.